Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как водитель иномарки сбил бабушку с внучкой на улице Белинского и скрылся с места происшествия. Черная машина отсюда выехала. На повороте, получается, бабушка с внучкой сбила. Расскажем, как нетрезвый водитель «Газели» средь бела дня развозил продукты по сетевым магазинам в Казани. Водитель имеется признаки алкогольного опьянения, такие как запах изо рта, неустойчивый способ нарушения речи. И как в Челнах кусок кирпича упал на голову ребенку. А также пойман за руку предположительно с наркотиками. Смотри, то, что там ничего нет. Нет, пусть увидит то, что там ничего нет. И ограбление офиса за несколько секунд у всех на виду. Это и не только прямо сейчас. 2 человек, 83-летнюю бабушку и ее 29-летнюю внучку, сбил водитель черной легковушки на улице Белинского. Он выезжал из двора дома номер 5, проехал через арку и, поворачивая направо на основную дорогу, сбил переходящих проезжую часть людей, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Все произошло на глазах очевидцев. Они увидели сам момент наезда и бросились оказывать пострадавшим первую помощь. Мне позвонил товарищ, тебя, говорит, бабушку сбили. Я вот побежал. Мужчина рассказывает, 82-летняя бабушка с внучкой и его младшей сестрой возвращались из магазина. Готовились к праздничному ужину. Были уже перед домом. Осталось только перейти дорогу на улице Белинского. Едва они ступили на проезжую часть, как тут же попали под колеса автомобиля. Все произошло на глазах случайных очевидцев. Они ехали мимо и увидели момент наезда. Черная машина отсюда выехала. На повороте, получается, бабушка с внучкой сбила. Машина, сбившая людей, тут же скрылась с места происшествия. Марку автомобиля очевидцы не запомнили, только цвет и цифры номера. И тут же бросились к лежащим на дороге людям, вызывая скорую помощь и автоинспекторов. Прибывшие медики осмотрели обоих. Основной удар автомобиля пришелся в пенсионерку. Бедро сломано. Ее внучка с детства имеет особенности здоровья. Во время наезда пострадала меньше. Вроде врачи говорят лучше. Это по предварительному осмотру. Так не могу сказать. Пенсионерке потребовалась госпитализация. Ее внучку врачи скорой помощи после осмотра отпустили домой. Автомобиль, сбивший пешеходов, удалось найти в том числе и благодаря камере наблюдения, размещенной в той арке, из которой и выезжала иномарка. Сотрудники ГИБДД установили и марку машины, и ее номера. В ходе проведения поисковых мероприятий был установлен автомобиль и государственный регистрационный знак. В ходе опроса установлено, что в момент ДТП автомобилем управлял молодой человек 1993 года рождения. Молодой человек пояснил, что, выезжая со двора дома номер 5 по улице Белинского, он совершил поворот направо в направлении улицы Копылова. Проехав до перекрестка Белинского-Копылова, заметил, что у него сложено правое зеркало. Поправив его, он продолжил движение в направлении улицы Декабристов. Наезд на 2 пешеходов он не заметил. В отношении водителя составлены все процессуальные документы, также административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». Теперь ответственность, которую понесет молодой человек, будет определять суд. Административным кодексом за оставление места ДТП предусмотрено лишение водительских прав на срок до года или административный арест на 15 суток. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, Вызов-112. Водителя «Газели», который развозил продукты по магазинам шаговой доступности, задержали сегодня автоинспекторы на улице Сыртлановой. В полицию позвонили сотрудники магазина той же сети, расположенного на проспекте Победы, и рассказали, что водитель, который привез им товар, находится в сильном алкогольном опьянении, и сообщили предполагаемый его дальнейший маршрут. На месте следующей разгрузки напротив детской поликлиники его и настигли автоинспекторы. Они также заметили у мужчины признаки опьянения. Водитель имеется признаки алкогольного опьянения, такие как запах изо рта, неустойчивый способ нарушения речи. Мужчине в присутствии 2 понятых предложили пройти экспресс-тест на употребление спиртного. Он отказался. Максим Сергеевич, а свидетельствование на прибор алкотестера проходить будете? Слышали, нет? Погромче, пожалуйста, скажите. Погромче скажите. Нет. Нет, не будет. В медицинское учреждение проехать согласны? Нет. Отказываетесь, правильно? При дальнейшей проверке выяснилось, что водительских прав за езду в нетрезвом виде мужчина уже лишался. И теперь ему может грозить уголовная ответственность. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.
Сильно поменяла планы на праздничный вечер секундная невнимательность пенсионера, который за рулем «Лады Веста» разворачивался на перекрестке Сибирского тракта и улицы Пионерская. Он не пропустил едущую прямо иномарку, машины столкнулись. Удар был не сильный, но обернулся значительными неприятностями для обоих водителей. Где-то он на красный полетел. Свою вину в аварии водитель «Лады» признал сразу. Все было очевидно. Я на разворот шел. Я его не увидел. На развороте машины были. И я попробовал на развороте проскочить. И вдруг он по Сибирскому тракту мне в задницу хлопает. Удар был не сильный. Внешне у «Лады» повреждений нет вообще. У «Хёндай» разбит передний бампер. Километров 30-40 ездил, там 60, медленнее ездил. Если быстро ездил, то у него ничего, даже царапины нет. После столкновения «Хёндай» осталась на дороге, а «Ладу» развернула, и она уперлась в сугроб у проезжей части. Двигатель водитель заглушил. Решили ГИБДД не ждать, а самим поехать в центр оформления ДТП. Завести «Ладу» смогли, только ее толкнув, но ненадолго. Опять все заглох, что ли? Дедушка, зачем сидеть за рулем? Владелец «Лады» связывает это с последствиями столкновения. Считает, что не получив внешних повреждений, машина могла пострадать изнутри. Дальнейшие попытки завести автомобиль успехом не увенчались. И водители, оставив «Ладу», отправились в центр ДТП на одной машине, надеясь, что для оформления хватит признания вины и фотографии. Тратиться на эвакуатор никто не хотел. Рания Абдрахманова, Константин Бушуев. Вызов 112. Кусок кирпича упал с фасада одного из домов на голову мальчика. Он шел по тротуару с мамой, которая в коляске везла еще одного малыша. Момент происшествия был зафиксирован камерой наблюдения. Ребенок схватился за голову, но пошел дальше. По предварительным данным, он не получил серьезных травм. Разрушение фасада и расслоение кирпичей, по одной из версий, могло произойти из-за таяния снега. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организована доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Двух молодых людей задержали полицейские в поселке Царицыно по подозрению в раскладке наркотиков в тайнике. Один из них при виде стражи порядка достал из кармана какой-то сверток и попытался его выкинуть, но не успел. Был пойман за руку. Чтобы он не смог избавиться от того, что держал, до следственных мероприятий его руку и то, что он держал, зафиксировали скотчем. В руке у задержанного был сверток, который и изъяли в присутствии понятых, но сам молодой человек уверял, что это просто кусок полиэтилена, в котором ничего нет. Чтобы они пощупали тоже, может, то, что там ничего нет. Нет, пусть увидит то, что там ничего нет. Товарищ задержанного мужчина рассказал, что понятия не имел, что находится в карманах у его друга. А карман я у него не проверялась, когда он ко мне сел в машину. По-моему, просто мы с ним виделись, и, как обычные друзья и люди видятся. Я ехал за пиццей, мы там разошлись, он домой, я домой. Изъятый сверток отправили на экспертизу. Исследование должно дать ответ, что за вещество находилось внутри и его массу. В зависимости от этого в дальнейшем и будет приниматься процессуальное решение. В настоящее время в отношении обоих граждан были составлены административные материалы по статье 6.9 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Пришел, увидел и унес. В полицию обратились сотрудники одной из организаций, расположенной в Кировском районе Казани. Они написали заявление об ограблении. Свои слова подкрепили записями с камер наблюдения. На них видно, что в разгар рабочего дня в офис заходит молодой человек. Он был в маске и темных очках. Подошел к столу, за которым сидела сотрудница, забрал ноутбук, на котором она работала, и спешно покинул помещение. Такой наглости никто не ожидал, и остановить похитителей не смогли. Вся надежда была на правоохранительные органы. В результате проведения необходимых мероприятий сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев АУР Управления МВД России по городу Казани в короткие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. Свою вину 23-летний, нигде не работающий молодой человек признал полностью. Похищенный ноутбук изъят в квартире подозреваемого. В настоящее время приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Она предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Суда подозреваемый будет ждать под подпиской о невыезде. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.